В августе в одной из наших передач мы показали двухлетнего Богдана, который находился в одном из государственных учреждений и нуждался в семье. И вот в октябре мы узнали, что Богдан обрел семью. Его родителями стали Надежда Ивановна и Иван Михайлович Федотовы. Мы встретились с ними в медцентре, где Богдан проходил обследование. У нас здесь в медцентре очень профессиональные работники, благосклонны и такие терпеливые. Мы очень рады знакомиться с врачами, которые раньше его тоже обследовали и знают его, и дают такие хорошие консультации, которые нам нужны в повседневной жизни. И мы рады, что у нас появился вот этот такой красивенький мальчик. А мы видели Богдана в программе «Будем вместе» и в рубрике «Ищу семью». Нам помогла очень хорошо Яна Николаевна Ильина, которая работает специалистом базы данных государственной. Она нам рекомендовала и показала все данные этого ребенка. И нам очень помогла социальная работница детского дома Елена Витальевна. Такие приветливые и доброжелательные работники у нас работают в сфере социальной, и это меня очень радует. Нам очень дорого, когда дети улыбаются и счастливы. В педиатрическом центре Национального центра медицины республики, благодаря внимательному и чуткому отношению персонала, каждый маленький пациент получает всю необходимую помощь. И мы благодарим директора Людмилу Алексеевну Николаеву за то внимание, которое было уделено нашему Богдану. Надежда Ивановна смогла пройти с Богданом все нужные обследования и получила соответствующие рекомендации. Иван Михайлович и Надежда Ивановна Федотовы из Нюрбинского вуза были героями одной из наших передач в сентябре. У них уже воспитывается 2 приемных мальчиков, и появление Богдана еще больше сплотило дружную приемную семью Федотовых. Есть районы в нашей республике, где мы еще не были, и один из них – Ленский. Здесь мы познакомились с несколькими семьями, и герои нашей сегодняшней передачи – приемная семья Грудининых. Александр Юрьевич и Елена Сергеевна – родители 5 детей, 3 из них – приемные. Главное увлечение семьи – спорт, и поэтому вполне символична была наша встреча в городском парке, где Александр проводил очередную тренировку на лыжероллерах с родным сыном Алешей и приемной дочкой Женей. Я вырос в большой семье. У моей мамы нас было 6. 5 девочек, и я старший сын. И видать, со временем так получилось, я вырос уже, и мечта была завести большую семью. Так как у нас получается только 2, дальше ничего не получилось с детьми, решили взять, посовещались, и жена поддержала меня в этой ситуации. И они у вас уже который год воспитываются? 3 года уже. 3 года. Вот будет в декабре 3 года. А расскажите, Александр, а как у них адаптация проходит? Сложно? Поначалу было, да, сложно. Они были капризные, не слушались, плакали. Даже бывало, что падали, в истерике, со временем пошли в садик, и там тоже были истерики. Со временем все это прошло. Евгения, она учится на 5. 1 класс закончила учеником года. На доске почете висит сын, у меня тоже на доске почете в школе. А чему еще учим? Шашки они играют, шахматы, сын в шахматы играет. Тоже участник соревнований, даже места у него там есть по шашкам. Маленьких тоже научил шашкам. Играют уже вовсю. Даже играли, получается, с моим отцом, посадили, отец думает, сейчас я его выиграю. Ничего не получилось, он, получается, раз, тот просто даже не ожидал, что они умеют играть в шашки.
Благодаря упорству и трудолюбию у детей уже есть первые успехи в спорте. У меня очень много первых, поменьше вторых и очень мало третьих мест. Алеш, а каких бы ты высот хотел достичь в спорте? Что бы ты хотел? Хочу быть самым быстрым. Я обрадовать маму и папу. Молодец. Алеш, расскажи о папе. Какой у тебя папа? Папа у меня очень хороший. Мы с папой готовим. Папа меня научил готовить макароны и рис. И папа у меня пожарный. Я хочу, если у меня ничего не получится с лыжами, я хочу также пожарным стать. Женя, расскажи, тебе нравится кататься на лыжах, на роликах? Нравится, мне очень нравится. Потому что это быстро, я всегда хотела с детства быть очень быстрой. И играть в догонялки быстро, чтобы вообще выигрывать. Потому что когда я получаю первые места какие-нибудь, мне мама очень нравится. Я хочу, чтобы она радовалась всегда. Чтобы были медали, кубки, когда вырастем. И папа тоже радуется, я его хочу тоже обрадовать, что когда я вырасту, он же уже будет старик, и его тоже хочу обрадовать. Потому что это папа, он тоже хочет, чтобы я была спортсменкой. В приемной семье Грудининых дружно живут родные дети Вика, Алеша и приемные братья Ярослав, Саша и их сестренка Женя. Я, получается, посвятила свою жизнь полностью ребятишкам. То есть я не работаю, я домохозяйка. Я все свое время посвящаю детям. Это школа, уроки, тренировки, различные конкурсы, соревнования. Везде их поддерживаю, везде с ними стараемся. И получается, что да, учатся они у меня хорошо. Девочки у меня круглые отличницы. Они по всем предметам получают одни пятерки, они учатся на отлично. А у сына имеется 1 четверочка по русскому языку, все пятерки, 1 четверочка. То есть он практически тоже круглый отличник. Это требует очень много времени, усилий, объяснения тем, занимания, уделять внимание урокам. Естественно, сидеть, помогать, потому что программы очень сложные. И поэтому требует очень много времени. То есть работать у меня не получается. И маленькими ребятишками нужно заниматься тоже, готовить к школе, к письму, рисовать. Они все спортивные, у всех тренировки разного вида. И кого есть выездные соревнования у нас. То есть и постоянно тоже собираем, помогаем, поддерживаем. Бывают неудачи, бывают, конечно, взлеты. У нас стараемся оказывать поддержку рядом в любой ситуации. Поддержка друг друга очень сплачивает семью. Жень, расскажешь, что ты рисуешь? Я рисую свою семью. У меня нарисована мама, папа. Вместе мы держимся за руки. Ярика, тут Сашу, Лешу, Вику и меня. Мы всегда будем вместе. Мы вышли вместе на улицу посмотреть, поиграть на полянке. У меня вся семья моя любимая. Любовь и забота, которыми окружены дети в приемной семье Грудининых, помогает им легче адаптироваться. Я прошу строки, буквы. Мама учит читать. Мама добрая, папа учит готовить, а мама красивая. Благодаря ежедневным занятиям Елены Сергеевны брат Ярика, 5-летний Саша, уже хорошо читает. Я рисую и рассказываю стихи. Особая гордость приемной семьи Грудининых – 13-летняя родная дочь Вика. С 5 лет, благодаря папе, она занимается каратэ кёкюсинкай. Этот вид единоборств считается одним из самых сложных. Вика – обладатель зеленого пояса, и в ее активе уже есть крупные победы. В апреле 2021 года я стала чемпионкой Республики Саха-Якутия по карате. И ездила на Россию, в Москву, и заняла там 5-е место. Сейчас недавно ездила в Томск и заняла 2-е место. Есть спортивные победы и у Жени. Следующая грамота, положим, это
За первое место за лыжню России. Большое количество грамот и у Алёши. Мне всего 200 грамот. Тут грамота за лыжные гонки. Я тут получил первое место. Это грамота за ученика года. И тут я получил 1000 рублей. У меня там было еще 6000. Я купил за 7000 рублей там большой набор лего. Достижения Алёши являются примером для 6-летнего Ярика. Я рисую, я снимаю, и я печатаю грамот. Большую помощь приемной семье Грудининых оказывает отдел опеки и попечительства Ленского района. У нас существует муниципальная программа Ленского района «Социальная поддержка граждан». Все школьники у нас в городе ездят бесплатно. Школьное питание у нас получается многодетные у нас питаются бесплатно. Вот, вы у нас бесплатно питается у нас сама дети-сироты. В садик мы ходим бесплатно. Органы опеки нам очень хорошо помогают. Всегда оказывают нам консультации, если у нас какие-то вопросы возникают. То есть всегда с нами нас консультируют, всегда никогда не отказывают, если мы там приходим в какие-то часы. То есть всегда рады нам помочь в любое время. Всегда поддерживают, если возникают какие-то вопросы. Очень помогают нам, когда мы выезжаем в отпуск. То есть сами нам оплачивают билеты малышам, мне оплачивают проезд туда-обратно. В этом году мы проходили обследовали малышей, нам тоже полностью оплатили все обследование. Всегда как не возникнет какой-нибудь там вопрос или сложится ситуация, можно прийти за советом. Даже посоветоваться, спросить совет, всегда подсказывают, всегда помогут, всегда поддержат. Помощь и поддержка приемным семьям очень важна. Она позволяет родителям всесторонне развивать детей, вкладывая в них все то, что даст им опору в будущем. И мы рады, что у нас появляются новые приемные семьи, и надеемся, что семья Грудининых станет примером для всех.